Сегодня в этом фильме мы не будем говорить ни о руководстве Северной Осетии, ни о многих видных представителей республики, которые упорно и талантливо ведут свою деятельность в различных сферах современной России, таких как наука, образование, культура, оборона, искусство и ядерная безопасность государства. У нас будет время сказать о них в будущем. Сегодня я, автор фильма, хочу, чтобы мы все открыли для себя, те, кто это еще не сделал, открыли бы для себя народ, имя которого осетин. На всех переломах российской истории Осетия подтверждает свой выбор только Россия. И за это тоже приходится платить. Скифо-сармато-аланская традиция – это и есть основа современной национальной осетинской культуры. Кто живые символы люди как символ нации? Мы говорим об осетинском народе. Вот кто олицетворяет нацию? Осетинский народ. Осетинский народ имеет некоторые отличия с точки зрения своего патриотизма. Но патриотизм присущ всем народам. Вот для осетин патриотизм интернациональный. Вот это основное отличие. В 1774 году Осетия вошла в состав России. Уже в 1975 году в конвое Ее Величества Елизаветы I служили осетины. Аланы. И с тех пор верой и правдой служат России. Осетия вошла в состав Российской империи единым народом с многовековой традицией военного мастерства. Именно многовековой. Отсчет идет еще с античных времен, еще со скифского периода. Единственным сохранившим культурную преемственность от скифско-сармато-аланского мира сегодня является осетинский народ. Вот одну цифру только я могу привести еще с 19 века. В конце 19 века на 130 тысяч населения Северной Осетии было 2580 офицеров. Если убрать женщин, детей, стариков, то получается, что каждый 20-й осетин был офицером. Действительно, в древние времена отряды аланов, будущих осетин, аж до Португалии доходили, до океана. Такие области Франции, как Арморика, были в V-VI веке заселены теми племенами, которые разгромили Западную Римскую империю, обосновались на вновь завоеванных территориях. Более того, существует достаточно устойчивая традиция интерпретации названия испанской провинции Каталония как отражение слияния двух племенных названий – Готов и Алан, Готалания. То есть предполагается, что первоначальное название этой провинции – Готалания. И во всех энциклопедиях XIX века четко эта этимология указывает. А сейчас Каталония, надо же, я не знал. Можно указать и те сведения, которые, например, приводятся о количестве сармато-аланских воинов, которых Рим, наоборот, даже привлекал на свою сторону в качестве вспомогательных отрядов. В частности, еще во II веке новой эры, для того, чтобы защищать так называемый Адрианов вал, которым Римская империя разделила Британский остров и отделила римские территории юга острова от северных диких бритских территорий. Так вот, Адрианов вал защищала 8000-я конница сармато-аланов. Скажем, по мнению французского лингвиста Алена Кристоля, даже во французском языке можно обнаружить следы влияния аланского осетинского языка. В частности, корзину для сбора винограда, которую привязывают к спине традиционно во время сбора винограда во Франции, называется «le bas». Исторически она должна была звучать «баст». Дело в том, что по-осетински «баст» – это «привязанный». Это слово было заимствовано у алан, которые были известны как кочевой народ, у которого практика навьючивания животных была хорошо развита. Скажите, а со славянами аланы когда-нибудь воевали? Историческая наука таких сведений не имеет. Как вы это объясняете? Не было войн. Хотя соседи. Предки современных славян и предки современных осетин входили в одну культурно-языковую общность, которая называется индоевропейцы. Сегодня по-русски мы говорим «мать», а по-осетински мы говорим «мад». По-русски «брат», а по-осетински мы говорим «арвад». То есть духовное родство, внутреннее. Славянские и осетинские народы больше практиковали добрососедство, дружбу, браки на уровне высшего сословия.
И известно, что Мария Ясыня, русская царица, была ясского, то есть асского, осетинского происхождения. На более позднем этапе аланы частично на уровне высшего сословия, элиты, приняли православие из Византии. Причем это произошло за несколько десятков лет раньше, чем это сделала Русь. Поэтому я думаю, что и православное единство между осетинским и русским народом сыграли свою роль, чтобы в дальнейшем их взаимоотношения развивались как добрососедские. Для меня лично главным символом для осетина является личность Костали Ивановича Хитагурова. Это основоположник осетинской литературы, первый осетинский поэт, первый профессиональный художник, который во второй трети XIX века получил образование в Академии художеств в Санкт-Петербурге, и который олицетворяет для любого осетина идеалы нашего народа. «Весь мир – мой храм, Отечество – святыня». В этом отражается культурная самобытность, сохраняющая свою уникальность, а с другой стороны открытая для того, чтобы впитывать лучшее из культур народов, с которыми мы встречались на историческом пути. В те времена более 30 осетин стали генералами. Больше 30 человек стали кавалерами Георгиевского креста, полными кавалерами. И в советское время, особенно во время Великой Отечественной войны, каждый третий осетин, ушедший на фронт, не вернулся домой. В этом ряду особое место занимает, конечно, имя командира легендарного Покрышкина, его друга и командира, героя Советского Союза Дзусова, легендарного летчика, еще раз, командир самого Покрышкина. В Осетии 33 героя Советского Союза. Это самое большое число на численность населения, то есть на 11 тысяч. Я никого не хочу обижать, но ни в один народ, в том числе и русский, не имеет такого количества героев на душу населения. А всего из Осетии получили 70 человек героев Советского Союза. Я хорошо помню время обучения в 60-х годах. Это непростое было время. Командовал Северокавказским округом осетин Плиев, генерал армии. Был еще жив генерал армии Хитагуров. Мы хорошо знали многих генералов, в том числе летчика, генерала Дзуцева. И очень много выдающихся генералов, больше, чем в Осетии, ни в одной республике не было. Осетины известны не только ратными подвигами. 80% выпускников Норильского никеля – это выпускники нашего Северокавказского института. Знаменитый Норильский никель. Горно-металлургического института. Крупнейший комбинат за полярным кругом. Директорами Норильского никеля были два выпускника нашего института – Владимиров и Джонсон Талович Хагажеев. Председателем совета директоров был Каргинов Казбек Георгиевич. 90% инженерно-технического персонала знаменитого Азерашанского горного предприятия были тоже выпускники нашего института. Больше всего героев на душу населения. Официальная статистика, я не знал, что она звучит именно так. Сколько кавалеров ордена Ленина, орденов славы, 3 степеней на душу населения и звезд героя. Но это вполне официальный счет. Народ-воин, который защищал Россию, всегда стоял на часах, что называется. Поэтому так было и при царе, так было и при советской власти. Естественно, что это отразилось в количестве героев. Первый председатель Госплана Якутии Бутаев Сасламбек Асламбекович, уроженец Северной Осетии, города Лагира. Вот он впервые обосновал в Госплане Союза строительство Амурской магистрали и разработку якутских углей, знаменитого Нюрнбергского месторождения. осетина, героя Советского Союза. Если брать по республике, то в Дагестане 50. Но там свыше 100 народностей и этносов. А вот именно среди осетин, вот это как раз показатель интернационального патриотизма. Мандельштам, как известно в своих стихах, Сталина называл осетином. И широкая грудь осетина. Прав Мандельштам? Прав на отцовскую половину. Отец Сталина по происхождению этнический осетин,
Джугашвили, Джугаев, Джугаев – это распространенная осетинская фамилия. Мать Иосифа Виссарионовича была грузинкой, но поскольку у осетин этничность определяется по отцу, то все-таки больше, чем наполовину. Значит, прав. Прав? Один из первых руководителей треста «Алдан Золото» был тоже мой земляк Гусов Александр. Первые якутские алмазы связаны с именем Кадзова Георгия Александровича. Ему установлен в честь его столетнего юбилея трехметровый памятник в Якутии. Бутаеву в честь столетия установлена мемориальная доска в центре Якутска. Ты знал, что дважды Герой Советского Союза Иса Плиев, он еще и герой Монгольской Народной Республики? Много о нем знал, этого нет. Он награжден 5 орденами Ленина. Легендарный человек. Легендарный человек. И у нас, я даже не знаю, не так много, может, 2-3 человека герои Монголии. И Карибский кризис. Да, да. Именно он возглавлял нашу группировку советскую на Кубе. А главный подвиг Исы Плиева, сейчас начинается разговор, в том числе для меня неожиданный. Главный подвиг генерала армии Плиева какой? Думаю, что Куба. Куба. А что на Кубе? То, что в тот момент он смог фактически организовать эту переброску и размещение. Нет. И смог. Действительно, это был подвиг. Мы до сих пор, Дмитрий, не знаем количество людей, погибших в трюмах наших кораблей, сухогрузов, которые под видом леса везли ракеты на Кубу. Сколько людей задохнулось в трюмах от невероятной жары. Их выпускали подышать воздухом только ночью. Дмитрий Язов, командир полка в тот год, потерял больше половины личного состава. В дороге. Нет, не только. И на самой Кубе. Укусы змей, климат ядовитых ужасный. пауков. До сих пор точное количество советских бойцов, погибших на Кубе, неизвестно. Они запускали спутник Феррет-Д. И вот этот спутник, раз самолет летит, мы включали все радиолокационные и другие средства, а спутник все записывал. Вот главная задача-то. Они узнали, где стоят радиолокационные станции, на какой частоте работают. У них же были ракеты, которые по работе радиолокационной станции, по излучениям, наносили удар по этой станции. Теперь главный подвиг Исы Плиева. Хрущев, мы сейчас будем говорить о подлинных причинах Карибского кризиса, моя версия, разумеется, всего лишь версия, но Хрущев, а это уже не версия, безумный, конечно, в те годы, уже безумный Хрущев, дал Плиеву право самому решать, применять ли на Кубе ядерное оружие. Обычно голосование происходит, любой запуск ядерного боезаряда, 3 кнопками. Президент, министр обороны, начальник генерального штаба. Все 3 кнопки оказались в руках одного Плиева по воле Хрущева. Ты там сам решай. Полетят ракеты с ядерными боеголовками с Кубы на Америку. Или на американские корабли, которые блокировали Кубу. Или не полетят. Ядерная война была в его руках. Решать, будет она или нет, это было его решение. Третья мировая. Последняя мировая ядерная война. Любой запуск ядерной ракеты по Америке – ответный удар. Более того, ответный ядерный... По Советскому Союзу, не только по острову Свободы, по всей территории Советского Союза. Ну, то, что 50-е годы называлось план Дропшот. Ну, в первую очередь, по крупным Атомная городам СССР удар был бы, а не по Кубе. Ему хватило воли и выдержки. Выдержки, когда летают над твоей головой американские разведчики, самолеты, когда вся Куба в военных кораблях, и вот-вот будет атака, но он не применил в ответ, спасая себя, свою жизнь. Более того, жизнь своих подчиненных, что его в каком-то смысле, может быть, оправдывало бы, он за этим оправданием не спрятался. Он все равно спас мир. Я знал его как командующего, поскольку я был курсантом. И, конечно, лично я с ним не встречался. Я знаю, что это талантливый полководец,
Он очень много сделал при обороне Москвы и вообще в истории Отечественной войны. Это достойный военачальник. А хочешь еще одна история о генерале Плиеве? Есть разные точки зрения, почему именно Плиев возглавил группировку на Кубе. Есть точка зрения, что Хрущев отправил Плиева туда на верную смерть, потому что не любил Плиева после одного из инцидентов. Хрущев говорит: бросай все, сегодня нерабочий день, едем к Мише. Взял за руку и потащил с собой. Сели, приехали к Шолохову. 7 раз ордена Иса Плиева заходит и пытается сделать доклад, что войска стоят и ждут распоряжения. На что, скажем так, в сердцах Плиев отвечает: ну ты же видишь, ты же понимаешь, что здесь командую не я, показывая на Хрущева. Ему про эту легенду или стычки с Никитой Сергеевичем Хрущевым задавали вопрос. Он всегда уходил от прямого ответа. Он не отрицал и уводил разговор совершенно в другом русле. Даже были разговоры, что он ему влепил пощечину. Кто? Хрущеву, Иса Плиев. Это та стычка у Шолохова в доме? Да. Якобы. Но многие его сверстники говорили, что это действительно было. Не выдержал генерал. Есть, еще раз скажу, версия. После этого скандала Хрущев отправляет Плиева на верную смерть. Хрущев не мог не знать, что Плиев страдает, вообще серьезно страдает мочекаменной болезнью. Не молодой человек. Вдруг оказывается на Кубе, влажность 100%. Климат ужасный, даже молодые люди Плиев там ходить не мог, он ходил скрюченный, скрывая от подчиненных свою болезнь, то есть скрывая дикие боли. Еще раз представь, ядерная кнопка в руках человека, который понимает, что дни его сочтены. Бросить Кубу не может, он человек долго, он служит стране. И сейчас он спасает мир от безумного Никиты Хрущева. При этом преодолевая собственные страдания, на которые он не концентрируется. Какой образ человека, возникает вот сейчас, какая история открывается? Возникает образ героя. Вот американцы очень любят фильмы о героях, которые спасают мир. А в действительности не так много мира они спасли. Кого американцы спасли, покажите мне. Когда и где? А здесь перед нами герой, который спас мир в реальности. Вот о чем можно и нужно говорить. Народ, который порождает героев. Народ, который рождает героев. Вот ты сейчас сказал одну очень важную вещь. А помнишь, великий, мы сейчас отвлечемся ненадолго от Карибского кризиса, другой кризис. У нас это называлось операция по принуждению Грузии к миру. Что грузины, войска Саакашвили сделали с Хинвалом, Южная Осетия. Да. Помнишь великий концерт Гергиева? Гергиев осетин по национальности. Там в Схинвале. Владимир Познер, мой коллега, однажды в своей программе попытался Гергиева не то чтобы уколоть, но вопрос, который задал Познер, прозвучал, как мне кажется, двусмысленно. К вопросу народ, который рождает героев. Вопрос Познера. И я прошу всех увидеть реакцию великого дирижера Валерия Гергиева. Сначала вопрос. Как насчет того, что долг платежом красен? Обращаешься раз, обращаешься второй, и к вам могут обращаться, нет? И тогда... у меня такой опасности не существует. Нет. Если речь идет о знаменитом концерте в Схинвале, я ведь осетин. Поэтому ни о каком наемном, а тем более, знаете, вы нам, а мы вам. Угу. Об этом речи не может быть. Речь в Схинвале шла только об одном. Там погибли люди, Там дети погибли. Вы знаете такого человека, Таймураз Балоев? Он же был в Схинвале сразу после этих событий. Когда мне Пастинский сказал о том, что ты не представляешь, что здесь, что мы увидели. Мне же не нужно смотреть только передачи. А я ведь находился на Западе. Можете себе представить, что я испытывал? Раз. Я осетин. У меня очень много друзей грузин. Очень много друзей грузин. И близких. Я их очень еще больше любить стал. Но мы не поссорились из-за этой истории. Я просто тогда понимал, что в мире происходит одно огромное шоу. Гергиев не мог в этой ситуации не кинуться в Схинвал,
Он приехал туда не с оружием в руках, а с оркестром Мариинского театра только. И оркестр в руках великого мастера тоже может вдруг стать оружием, музыкой. Гергиев не мог не быть там, где беда. В этот вечер в оркестре Гергиева партию второй скрипки исполняла кто? Жена министра иностранных дел Англии Мел Брандт. Замечательная скрипачка. Она тоже приехала принять участие в этом концерте. Плиев, еще раз, Плиев спас весь мир. Еще раз это скажем, от безумного, в тот момент уже совершенно безумного человека. Хрущева, его амбиций, его идиотских планов. Что идиотский план разместить ракеты на Кубе, идиотский. То, что Плиев со своими кавалерийскими полками, бригадами, корпусами наводил ужасы на немцев в том числе, Великую Отечественную, да и на японцев в Монголии. Кто такой Олег Пеньковский? Полковник КГБ, расстрелянный за предательство Родины в 1963 году, внучка многолетнего руководителя КГБ СССР Серова. В гараже 2 чемодана с рукописями Серова были замурованы, наглухо замурованы, навеки вечные, в стены гаража. Спустя много лет внучка неожиданно нашла дневники Ивана Серова. История детективная, потому что на протяжении долгого времени наследники Серова пытались обнаружить Знали, что пишет его дневники. Одно из наиболее сенсационных то, как Серов описывает известное шпионское дело 20 века, дело Олега Пеньковского. Пеньковский Олег Владимирович, как считает ведущий историк британской разведки профессор Кембриджа Кристофер Эндрю, Пеньковский самый крупный агент британской разведки в рядах советских спецслужб. Серов очень убедительно доказывает, Пеньковский являлся агентом КГБ, специально подставленным контрразведкой к американцам и англичанам для того, чтобы кормить их дезинформацией, а заодно и провести операцию по дискредитации самого Серова. А что это была за дезинформация? Это вопросы, касающиеся мобилизационных планов и планов... Нет, что? Нет. Ты помнишь дело Пеньковского? Да. Человека, который сообщил англичанам и американцам, что на Кубу идут ракеты. Наши ракеты. Полковник Главного разведывательного управления. Александр Шелепин намекал. Хрущева, после того, что Хрущев устроил в Берлине берлинский кризис, после ближневосточного кризиса, от этой безумной идеи разместить ракеты на Кубе. Просто прямая политическая провокация. Они, окружавшие его Брежнев, Подгорный, Шелепин, они все, члены Политбюро, не могли Хрущева остановить. Один человек в мире мог остановить Хрущева. Президент Америки. Тот факт, что он передал количество ракет, боеприпасов. Он не просто передал количество, хотя и не точное, ракет, которые Хрущев отправил на Кубу операция «Анадырь». Пеньковский сделал главное. Он убедил американцев, что под видом леса на Кубу едет ракета «Сатана» РС-18. Американцы боялись эту новую советскую ракету. Как огня. Она гарантировала Соединенным Штатам 1 ракета, 1 пуск, неприемлемый ущерб. Да, 10 боеголовок. Любые другие ракеты Кеннеди бы ответил ударом на удар. Точно. А вот «Сатана» Кеннеди схватился за телефон. Точно. И стал искать Хрущева. Только Пеньковский наврал. Не было и не могло быть этой ракеты на Кубе. Она проходила испытания, трагедии шли одна за другой. Да. Почему РС-18? Потому что на старте было 17 взрывов. Только 18-я модель опытная не взорвалась. Лучшая ракета века. Президент Соединенных Штатов при посещении штаба противовоздушной обороны североамериканского континента спросил у дежурных генералов, что будет, если из СССР будет запущена 1 «Сатана». Генералы через 3 минуты сказали, конечно, через 7 минут мы обнаружим запуск, через 15 минут мы спрогнозируем траекторию, и через 3 минуты мы предупредим губернатора штата. А что летит ракета. Да. И все, и все. То есть генералы сказали, нам конец. Мы ничего не можем сделать. 1 ракета «Сатана». Он убедил их в том, чего на Кубе нет.
В этом была его миссия. Не хотел Шелепин Третью мировую. У него внучка только что родилась. Зачем Александру Николаевичу, да и другим членам Политбюро, бомба над головой? Нет, но это не просто версия, это версия абсолютно достоверная. Пеньковский совершает системно и назойливо подходы к иностранцам, пытаясь стать их агентом. В том числе подходы прямо на Красной площади. На Красной площади он подходит к американским туристам. Он оставляет пакет в машине одного из дипломатов. Просит передать записку в американское посольство. А теперь задаемся вопросом. Он заходит в гостиницу «Балчук», где живут одни иностранцы, которые полностью контролируются контрразведкой. Заходит в номер к установленному разведчику. После этого заводят его в ванную комнату, и слухачи КГБ слышат только шум воды. Само по себе это вызывает вопросы и подозрения? Сколько хочешь. С момента, когда его первый раз засекли, до момента, пока его разоблачили, прошло до 10 месяцев. Именно в этот период Пеньковский, опять же следуя канонической версии, передает американцам и англичанам огромное количество совсекретных документов, которые, правда, непонятно откуда он брал, поскольку на тот момент к оперативной работе отношения не имел. Как можно объяснить, что Чисхолм с Пеньковским провели не менее 10 встреч, жена установленного резидента английской разведки, причем встречались они в людных местах, таких как сквер у Большого театра и кулинарии по соседству, где вообще не было никакой еды, кроме папье-маше и муляжей ветчины. В истории Пеньковского действительно неимоверное количество нестыковок. Но для меня во всей истории Карибского кризиса самая интересная фигура, скажу это еще раз, генерал армии Иса Плиев. Он должен был стать трижды героем Советского Союза за Кубу. Хрущев не дал его третью звезду. Вот это то, что вы говорите. Что для него Бог был. Может, он был 10 раз коммунистическим атеистом, а для него высший смысл... Для Плиева, конечно, был. Да, вот был. Во время войны 1908 года, когда Саакашвили пытался устроить еще один геноцид Южной Осетии, очень большое количество ополченцев погибло местных. И мы даже точно не знаем их числа, потому что их хоронили сразу на месте. Мы ничего не знаем на самом деле ни о Карибском кризисе, ни о недавней сравнительной истории принуждения к миру Грузии. Мы не знаем до сих пор, о ком написан роман Эрнста Хемингуэя «По ком звонит колокол». Я не знаю. Пас. И ты не знаешь. Да. Мало кто знает до сих пор в нашей стране, что полковник Ксанти, он стал прообразом главного героя романа Хемингуэя. Полковником Ксанти был герой Советского Союза, наш советский разведчик-диверсант, будущий генерал Мамсуров. Невероятно. Хемингуэй писал роман «По ком звонит колокол» о советском разведчике, но он не знал, что полковник Ксанти – советский разведчик. Наши в Испании воевали под псевдонимами, как известно. Хемингуэй воспел первым, это до романов Вайнеров, я не знаю, до всех книг «Земля до востребует», фильмов о разведчиках. Хемингуэй воспел советского разведчика Мамсурова. Мы вообще не знаем своей истории. Почему? Потому что доминирующие позиции в информационном пространстве занимают, извините меня, русофобы, которые считают, что у нас не должно быть никакой гордости. Миш, или просто мы ленивые и нелюбопытны. Что как мы... Пушкин когда-то говорил, это в нас с одной стороны. Но вы знаете, лень и нелюбопытство, они волшебным образом пропадают, когда нужно придумать про нас какую-то гадость. Легендарный полковник Ксанти. Поэтому участие в таком историческом событии Иса Александрович Плиев и герой Советского Союза Хаджи Умар Мамсуров. Кстати, есть точка зрения, что именно генерал Мамсуров вел Пеньковского. Но Пеньковский, еще раз, это всего лишь наша версия. А вот Плиев или герой Советского Союза Хитагуров или Мамсуров, это, конечно, лучшие традиции, вековые, если угодно, воинские, лучшие воинские традиции аланов, истинных аланов. Единственным сохранившим культурную и языковую преемственность от скифского мира сегодня является осетинский народ. То есть вы хотите сказать, что Борис Петровский, жуткая история, когда золото скифов из музеев Крыма оказалось в Европе на выставке, а потом все эти события, присоединение Крыма к России, и голландский суд высокий постановил золото вернуть не в Крым, а в Киев. Да. И академик Петровский сказал, ну, если по справедливости, так не в Киев, а осетинам. Он прав в идеологическом смысле. То, конечно, собственность музея Крыма, значит, это собственность музея. Существует международное право обмена коллекциями.
Таких прецедентов, насколько мне известно, не было. Ну, не считая периодов, так сказать, войн, но даже после Великой Отечественной войны Россия вернула Дрезденскую картинную галерею. Но исторически Петровский прав? Исторически, безусловно, прав, потому что культурное наследие народа, оно остается вне зависимости от того, материально они находятся на территории этого народа или нет. Хаджи Умар Мамсуров родился в 1903 году в селении Ольгинское правобережного района Северная Осетия в крестьянской семье в Красной армии с 18 года, участник гражданской войны, член РКПБ с 24 года. Участвовал в гражданской войне 36-39 годов в Испании, военный советник штаба республиканской армии и руководитель отряда гирильероссов, то есть диверсантов. Илья Оренбург писал, цитата, «Многое из того, что Хемингуэй рассказал в романе «По ком звонит колокол» о действиях партизан, он взял со слов Хаджи». Затем Мамсуров участвует в советско-финской войне, а с 1941 года он на фронтах Великой Отечественной. Командовал 2-й гвардейской кавалерийской дивизией, особенно отличился в ходе Берлинской операции 20 мая 1945 года. Хаджи Умару Мамсурову было присвоено звание Героя Советского Союза. Не все расшифровано и не все говорят о его заслугах. Сколько он сделал? Сегодня, по крайней мере, не говорят, потому что еще все многое засекречено. Он по тылам немецко-фашистских войск с небольшой группой подобранных им лично самим разведчиков занимался подрывной деятельностью, склады, эшелоны. И, конечно же, будучи разведчиком, основная работа у него была информация по деятельности немецких войск. Героем Советского Союза он стал во время боевых действий на территории уже Германии. То есть многое из того, что делали диверсанты Мамсурова, до сих пор закрыто тайной? Да, очень много засекречено. Он был исключительно смелым человеком. Но нелюдим был, как Роман Кармен. Нелюдим не то слово. Он не просто был выдержанный и не сильно разговорчивый, потому что для разведчиков главное меньше говорить и больше слушать. Есть точка зрения, что если бы осетины придумали только лишь танец симт, их уже можно было бы назвать великим народом. Так определяют значение и великолепие осетинского массового танца симт наши братья-балкарцы. Это не просто танец. В этом танце сплетены воедино древние мифологические представления осетинского народа, в которых культ солнца занимал очень важное значение. И сам танец появился в связи со знамениями солнца. Сегодня симт продолжает оставаться любимым и самым исполняемым танцем осетинского народа, который объединяет народ. Это массовый танец, в котором участвуют десятки, сотни молодых людей и девушек, в котором они соединяются со своим прошлым, объединяются в единое целое, как народ, прокладывают дорогу в будущем. В советские времена более 100 человек стали генералами. Осетин. Еще перед началом Великой Отечественной войны в Владикавказе было сформировано 3 училища военных. Нигде больше, ни в одной республике не было ни одного. Я бы высоко ставил Героя Советского Союза Бзарова. Он был подводником, он почетный гражданин нескольких городов Европы. И второго я бы хотел выделить Астан Кисаев, почетный гражданин Севастополя, где есть улица его, тоже подводник. А легендарный полковник Ким Цаголов, я его знал. Когда-то я работал в «Огоньке», и он приходил к нам с рассказами об Афганистане, к нам в редакцию. Величина фигуры Кима Македоновича Цаголова раскроется немного позже. Великое видно на расстоянии. Сколько языков он знал, будучи разведчиком?
Это же наш Штирлиц сегодня. Совершенно верно. Он прекрасно овладел афганским, в частности, пушту. Да, маджахеды за своего принимали И сразу. все эти переговоры, которые он проводил, и ведь известно, что ему удалось убедить главарей нескольких отрядов маджахедов без боя сдать оружие и сдаться властям Афганистана. Вот как это у него получалось? Он приходил, еще раз, к боевикам. Эпоха ввода ограниченного контингента наших войск. Он не воспринимал их как бандитов. Многие из них были действительно идейные борцы за свободу своего народа, за свободу своей страны. И, видимо, он находил аргументы, которые убеждали его оппонентов в том, что тот вариант, который предлагает Ким Македонович, будет лучше и для страны, и для народа, и для них персонально. Позже Ким Цагулов станет заместителем министра, федерального министра по делам национальности. Вот я говорю о том, что всегда они, осетины, отличались тем, что любили и служили Отечеству очень добросовестно. Хотя попасть в училище в то время было, всегда была квота для осетин. Потому что иначе бы все училище состояло бы из осетин. Поэтому если другие ребята поступали туда с конкурсом, 2-3 человека на место, то для осетин он составлял 15-20 человек на место, чтобы поступить в военное училище. Генерал Куликов, с которым мы вместе учились в училище. Он же наше училище закончил, мы вместе в одном батальоне были. Будущий генерал армии. Да, главком внутренних войск, затем министр внутренних дел. Генерал Суанов учился на год раньше меня, закончил Академию Генерального штаба. В последующем служил там в армии, а потом перешел в МЧС Северной Осетии. По линии внутренних войск Александр Александрович Ходов, генерал-лейтенант, тоже осетин, командовал у нас войсками Средней Азии и Закавказья. Генерал Царахов, еще много генералов осетин. Вы знаете, я вот не хочу быть хвостуном, мой тесть, полковник Гадзалов, в 1940 году было такое пехотное училище в Владикавказе. Он его закончил и в 1945-м уже был начальником разведки армии. Награжден 3 орденами боевого красного, значит, 3 орденами Красной Звезды. И таких были тысячи. Кроме героики военной, в чем еще осетинский народ силен? В каких отраслях промышленности, сферах жизни? Очень высокий уровень образованности. Интеллект. Практически ни в одном населенном пункте вы не встретите человека, который бы не владел, причем достаточно прилично, русским языком. А медицина? Вопрос к академику Российской академии наук. Естественная медицина. Я лично знаю академик Российской академии наук Березов Тимир Тимбулатович, один из лучших в области белковой химии. Это действительно наша настоящая подлинная гордость. Династия Кантемировых. Кантемировы – это очень известная династия конников, цирковая династия. Однако это конно-спортивная, это шире намного. И основатель Алибек, прежде чем создать аттракцион всемирно известный. Народный артист Советского Союза. Он народный артист Советского Союза. Народным артистом был его сын Ирбек. Есть еще один сын, Мухтарбек. Эта традиция, заложенная основателем вообще джигитовки в мировом цирке, тоже осетином Агубек Гуцевым. Считается даже, что один учил другого. Но основатель Гуцев в 1908 году уехал с цирком Труцы в Европу и не вернулся после революции. А Алибек Кантемиров эту традицию на родине сделал основой для всего советского цирка. Из этой семьи вышли все известные осетинские, казачьи и все остальные делатели этого жанра. Сколько же людей всего получилось? У него учеников около 200. 200? 200, да. Кто из осетинских спортсменов 20 век для вас легенды? Я думаю, Суслан Петрович Андиев. Первый олимпийский чемпион среди осетин. Он борец? Да, вольник, двухкратный олимпийский чемпион. В 80-м он выиграл и в 76-м. Получается, что в Осетии спорт развит на таком уровне, что у нас кроме борьбы, дзюдо, греко-римское, еще есть у нас фехтование. Вот он и является одним из лучших сыновей осетинского народа, на которых все спортсмены должны равняться.
И сегодня есть вполне достойные генералы, достаточно Цаликова назвать, Руслана, первого замминистра обороны. Руслан Цаликов и Марат Камбулов. Двое действительных государственных советников первого класса. Этот чин приравнен к генералу армии Марат Камбулов, который, будучи заместителем министра образования Российской Федерации, первым поднял флаг Осетии на Южном полюсе. Есть замкомандующий Центральным округом вооруженных сил. Сейчас. Во внутренних войсках их было особенно много. Был такой, к сожалению, ушел из жизни Барукаев, Борис, начальник штаба внутренних войск России. Сегодня его сын, замдиректора службы Национальной гвардии России, генерал-лейтенант. Осетия всегда отличалась очень талантливыми людьми в культуре, в науке. У нас 3 двукратных олимпийских чемпиона. 1 трехкратный олимпийский чемпион и очень много однократных олимпийских чемпионов. Еще в Советском Союзе Сослан Андиев, Арсен Фадзаев и Махар Хадарцев – это те борцы, которые действительно завоевали славу Осетии. И Таймазов, который уже более молодой, трехкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, Андиев двукратный чемпион олимпийский, 4-кратный чемпион мира, Фадзаев двукратный олимпийский чемпион, 6-кратный чемпион мира, Хадарцев тоже самый двукратный олимпийский чемпион и 4-кратный чемпион мира. Конечно, и футбол, и фехтование. Владимир Сергеевич Иванов очень талантливый тренер, который воспитал очень большую плеяду фехтовальщиц. Я могу сказать про выдающегося тренера Джабулата Тидеева, который является самым успешным тренером за всю историю России по борьбе. И сегодня он является главным тренером национальной сборной по борьбе. Я также могу сказать и про бокс, про Мурата Гасиева, выдающийся спортсмен, который совсем недавно стал чемпионом мира. И мы надеемся, что у него будет блестящая карьера. Всегда рождаются талантливые спортсмены. Это вот как раз признак, что народ